болсын, дауста тегіне негідім. Кесеге жиліне еркісті бедін, халуын арынды батырексін. Ғашута цагиге күнері дейлсін, хату гречелері хәл білсін. Сертін сәртсатын ханым ғуда, мүнегінен дұралаяу. Әміне бақшутты үлгірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Сертін сәртсатын ханым ғуда, мүнегінен дұралаяу. Әміне бақшутты үлгірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Уға дел келдік аңшалан дөнір тәңкіріц қәтін. Келін уға қараулы сүбәдік о, көрскін келерін күнс қәтін. Зөрт ақныр төкіні үлже, ұлы сәткіләні марты ұзад. Күнді цагені қары едімгер, ұчым таңшаны алды ұзад. Сертін сертсатын қалым ұда, мүнегінен дұралаяу. Әміне бақшут білгірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Сертін сертсатын қалым ұда, мүнегінен дұралаяу. Әміне бақшут білгірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Шудумды тегеді сәхіні ағаратам. Дүмбірі қалымығы мана келен, дасады бос қиям. Сертін сәрсәтін қалым ұда, мүнегінен дұралаяу. Әміне бақшут білгірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Сертін сәрсәтін қалым ұда, бақшут білгірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Әміне бақшут білгірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Қалымығы таңшаны босқиям. Сағы үресі, колесо времени. Амыр сайын мана Бурят ФМ радио шахмыкшыт. Мунодыра Захамины удырты, Хонгодыры удырты, Захамины Хонгодыры удырты. Быде тавадыша уыз живайны, быде мана холын эльшын, халмыга ерхын нырыты блогер сыдгулшы байхын, Ларин Аранович Илишкин ерет байны. Тегет Бихан Улхови, мана эльшынты быде ордор хорылдыным де, юнды хыдырытырымны Бурят кылым уғар элғаны, тегет мана радио шахмыкшытны халмыгар хорылды хытын быде муғар олықып, тегет быде орд кылындары хорылды хып де манодыр. Сен бано Ларин Аранович. Мен дед монахс. Ларин Аранович, вот в прошлой 4-й передаче мы с вами обсудили подробности ухода большей части калмыков с берегов Волги на историческую прародину в Джунгарию. И вот мы говорили тогда, что тогда в часть Джунгарии входили многие территории нынешнего Казахстана и Киргизии, вот в частности озеро Балхаш, что это было при Екатерине II. И в конце передачи вы рассказали о том, что при императоре Павле, хотя он правил совсем недолго, он успел наградить калмыков за заслуги перед Россией. Сегодня мы переходим к следующему периоду в истории. Вот расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находились калмыки при Александре I, вот учитывая, что очень мало калмыков осталось после исхода. Павел I не наградил калмыков, а вернул часть привилегий, которые после ухода Убыш-хана Екатерина II отняла у нашего народа, мотивируя это большими
большую услугу, которую оказал калмыцкий народ Российской империи. Ну да, мы уже говорили о том, что у калмыков оставалось мало на тот момент. К концу 1771 года Екатерина II ликвидировала калмыцкое ханство. То есть калмыки были поделены по этническому признаку, и у каждого были свои правители. И при Александре I калмыки, я уже говорил о том, что калмыки после ухода Убыши превратились из самостоятельного субъекта политики российской в обыкновенную субъект империи, ничем не отличавшийся, в принципе, от других субъектов. И только лишь, наверное, военные походы, участие в военных походах напоминало тогда о калмыках. Кстати, даже в тот момент, в тот период, русские историки, русская общественность уделяла довольно-таки большое внимание калмыкам. Несмотря на то, что калмыцкое общество, калмыцкая политика на тот момент пришла в упадок, тем не менее, калмыками интересовались. Я, забегая вперед, скажу, только вот при Сталине калмыки были преданы забвению. А так, в принципе, о калмыках много говорили в то время. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что свои вопросы они могут задавать как в прямом эфире, это по телефону 58830, или же на Viber и Telegram, это 8-924-457-8908. Пожалуйста, мы ждем ваших вопросов для нашего гостя. Ну, а мы продолжаем. Итак, смотрите, Ларин Аранович, получается, несмотря на то, что калмыков осталось очень мало, да, к войне 1812 года все-таки сформировали калмыцкие полки. Вот сколько там было человек, и смотрите, вот все-таки они же отличились, несмотря на то, что очень мало осталось калмыков на Волге. Ну, рождаемость была тогда очень хорошая. Еще Бернштам в начале 20 века писал о том, что у калмыков была одна из самых высоких рождаемостей в мире, население росло очень быстро, в принципе. И вот если взять по переписи 1891 года, калмыков уже было почти 200 тысяч, 198 тысяч, по-моему. И вот представьте, в 1771 году ушли 50 тысяч, осталось. Через 120 лет уже почти 200 тысяч, да? То есть 4 раза больше. То есть, посчитаем, к 1812 году, это примерно середина между переписью, да? Тогда на тот момент, наверное, 1100 было уже, может быть, чуть больше. И, население все равно было маленьким, тем не менее, приближалась война с Наполеоном, и уже в апреле 1811 года был издан указ о создании иррегулярных формирований воинских для будущей войны. И главнокомандующему, по-моему, Кавказской линии было предписано сформировать 2 калмыцких полка на юге и 1 Ставропольский калмыцкий полк. Ставропольский — это вот раньше крепость Ставрополь на Волге была построена для крещенных калмыков. Это ныне город Тольятти. И первое поселение было 8 тысяч крещенных калмыков. Вот из них формировали вот этот Ставропольский калмыцкий полк. Также были первый Астраханский, второй Астраханский полки. Первый Астраханский полк был этнически дербетовским, из племени дербет состоял. А второй Астраханский калмыцкий полк состоял из Тургудов и Хашудов. Еще раз напомни, сколько в полку примерно было воинов? Было предписано сформировать 3 500-них полка, то есть более 1500 калмыков отдельными полками, и еще отдельными сотнями донские калмыки входили в войска донского генерала Платова. Но о количестве донских калмыков трудно судить, но их достаточно было много. Почему? Потому что по указанию необходимо было мобилизовать всех донских калмыков, начиная с 17-летнего возраста. А учитывая, что на тот момент донских калмыков, наверное, уже было 15-20, то вот посчитайте, сколько их могло быть мобилизовано. Поэтому я считаю, что у калмыков как минимум в той войне участвовало
от 2 до 3 тысяч как минимум. Мгм. Вот интересный факт выяснился, что когда калмыков призывали на ту войну 1812 года, царское правительство взяло на себя часть расходов по вооружению калмыков, да, и даже прибегло для этого дополнительному подушному сбору денег с крестьян российских. Вот насколько дорого было вооружить тогда калмыцкую конницу? Ну, вообще, у айратов, калмыков, исторически так сложилось, что каждый простой, начиная от наёна и заканчивая простым пастухом, все были воины и обязаны были держать в готовности и коней, и вооружение. То есть всегда быть готовым к войне. В принципе, эта традиция оставалась и после ухода Убыш-хана, поэтому основная, конечно, тяжесть легла на самих калмыков. Почему? Потому что каждый шел со своими лошадьми, со своим обмундированием. Там, наверное, все-таки оружием, конечно, помогли, потому что необходимо было современное огнестрельное оружие. Не у каждого тогда у калмыка оно должно было быть, да, в быту. В принципе, уже воевать же бросили, закончили после ухода Убыш-хана. Но я скажу еще, что ведь калмыцкое население выделило по тем временам огромную сумму, 25 тысяч рублей тоже на войну, и огромное количество скота. Поэтому фактически, если так вот посчитать все, то калмыцкие полки сами себя обеспечивали. Угу. Давайте вот здесь, говоря о вооружении, еще раз чуть-чуть расскажем. Я сталкивалась с таким вот очень достаточно наивным вопросом. А как вот раньше монголы преодолевали огромное расстояние на своих конях, а если конь, допустим, падет, да, или будет ранен? То есть люди не всегда понимают, что монголы, айраты, допустим, всегда были с 2-3 конями, выходили. Это вот всегда неприятеля брали врасплох именно вот этой тактикой, когда 2-3 лошади, они беспрерывно... Воина, да. Он перескакивал на другого коня прямо на ходу. Другая лошадь рядом бежала, отдыхала. С учетом того, что монгольские кони очень выносливые, то они могли очень быстро преодолевать большие расстояния и заставляли неприятеля врасплох. Просто сейчас, наверное, вот эти на красавцев ахалтекинцев или арабских скакунов люди смотрят на ипподромах и думают, ну, вот сейчас 3 километра проскочит, потом и умрет, да? Но монгольская лошадь, она же могла, вот сами мы уже на эту тему говорили. Да. Да? Сколько там в Монголии? 20-40 километров, да? И даже больше, да, скачки? Да, 30-50 километров скачки. Ну, вот отсюда и смотрите сами. Угу. Там, когда описывается война 1812 года, есть такая деталь, что калмыки перевозили пушки на верблюдах. Это действительно было так? Ну, это старинная традиция. Еще вот когда айраты джунгарские построили завод в первой половине 18 века на Балхаше, да, по производству пушек, они именно с той целью, что они перевозили их между горбами верблюдов, и оттуда прямо стреляли. То есть прямо с горба верблюда? Там, да, прямо из верблюдов. Историки, современники об этом пишут. Но они пишут еще о том, что точность, конечно, оставляла желать лучшего, но тем не менее, как говорится, жуть они на врага наводили этим самым. То есть бедные верблюды, они были приучены тому, что прямо с них стреляют. Да, между горбов ставили пушки, и они стреляли, да, они приучены. Ну, вот возьмите монгольские лошади, они были приучены ко всему, к войне, к грохоту, там, к сражениям. Но это что... лошади. А вот и верблюды, это тоже животные, которые быстро привлекают, наверное. Ага, интересная деталь, мы до этого первый раз об этом слышу, но тем не менее. Давайте вот, прежде чем тоже перейдем к самой войне 1812 года, напомним о том, что калмыки, несмотря на то, что их мало осталось, они не утратили военные традиции, да, которые были заложены еще их предками-айратами. И вот, насколько я поняла, еще в древнем праве калмыков 1640 года Великое уложение, воином считался любой мужчина, который мог держать оружие, да? Вообще, у айратов, калмыков испокон веку то, что казалось... Вообще весь быт нашего народа всегда был подчинен именно войне. Весь быт. И даже законы были под войну. То есть наказания несли по военным делам одинаковое, что наён, что простолюдин, простой пастух. То есть, если не явился по приказу на войну, одинаковое было наказание как для князя, так и для пастуха. Представляете, да? То есть считалось
Если ты не предупредил о приближении врага, смертная казнь. Если ты не явился по указу вышестоящего начальника на сборный пункт на войну, что Найона, что простого пастуха, хуже смерти было наказание. Его одевали в женскую безрукавку и провозили по всем улусам. И показывали, что он трус, и обычно этот человек заканчивал жизнь самоубийством, потому что его никто уже не принимал, никто ему еды не давал. То есть народ, который всегда выживал, он не мог воспринимать труса, который бросил свой народ и не пошел за него защищаться. Да? Поэтому вот весь быт был... Это вот у казахского даже ученого Кускумбаева написано, почему калмыки имели преимущество над другими народами. Именно потому, что весь быт подчинен войне. Если у других народов часть, как вот у русские дружинники, да, часть воины, то у калмыков, у айратов все были воины. От пастуха до Найона. И для всех обязанности были одинаковые. Угу. Во сколько лет мальчиков уже приучали стрелять? С 2-3 лет уже сажали на лошадь. И далее потом обучение проходило. Вот эти летние лагеря казачьи, да, вот донские казаков, летние лагеря для молодых казачат, с 13, с 14 лет их брали, там обучали уже каждое лето воинскому искусству. Они же все это у калмыков взяли. То есть у калмыков всегда было военное обучение для детей, для подростков. Ну вот вспомним последнее крупное сражение Амурсаны с маньчжурами, когда против маньчжурской армии вышло 2500 16-17-летних ребят. И они 17 суток сдерживали натиск превосходящих противника. Ну, значит, они уже умели воевать. То есть это с детства. Поэтому, когда вы говорите о том, что у калмыков осталось мало, но навыки войны остались, они и сейчас у калмыков остались, по большому счету. Вот это в генах, это как бы, наверное, это вряд ли уже что-то выветрится. Но я скажу еще больше, когда объявили сбор калмыцких полков на войну, как пишут современники, калмыки с удовольствием шли на войну, потому что, видимо, в степи сидеть им уже надоедало, им хотели походы и прочее. Угу. Вот в связи с этим вот как раз вопрос, да, допустим, в редкое мирное время все равно, которое выпадало калмыкам, иногда между войнами, во время праздников, тоже были такие ирын-гурвың-надың, называется у бурят, да, это у всех монгольских народов, 3 игры мужей, вот тоже скачки, борьба и стрельба из лука. Это то же самое, да, это обязательно. Калмыки, да? Это обязательно, конечно, это у всех монгольских народов, это обязательно, ведь испокон веку быт монгол был подчинен войне, поэтому это необходимо было. Это и есть фактически итоговые как бы экзамены летних лагерей, так скажем, да? Угу. Когда молодежь обучали, а потом на вот этих играх они должны были показать свое искусство. Угу. И там, получается, отбирали самых сильных, метких, да? Ну, конечно, это всегда же стимулировалось. А чем еще было заниматься в степи? Ну, понятно. Ага. Скажите, вот вы уже не раз бывали в Бурятии, наверное, видели бурятскую борьбу. Есть отличия между калмыцкой и бурятской борьбой, стрельбой из лука? Ну, конечно, уже в советское время сейчас наши ребята борются по правилам вот этой тюркской борьбы, восточной, на поясах. Потому что, вот несколько лет назад, может быть, лет 7-8 назад, были попытки реанимировать вот монгольские правила, да, борьбы. Но в том регионе, где мы живем, никто по этим правилам не борется. Угу. И в европейской части, да, когда идут турниры по националке, все борются вот на поясах. И калмыки вынуждены тоже заниматься этой борьбой. Хотя я думаю, что все-таки надо правила монгольской борьбы тоже у нас вводить. И для этого к нам должны приехать вот инструкторы из Монголии, в том числе, наверное, из Бурятии, которые помогут нам восстановить это все. Угу. Очень интересное предложение. А скажите, костюмы монгольских и калмыцких борцов бурятских отличаются? Нет, конечно. Я же говорю, борются же по правилам тюркским. Угу. На поясах. Там пояса, там самое главное, очень сильно правила отличаются, конечно. Угу. А стрельба из лука отличается? Вообще луки бурятские и калмыцкие отличаются? Ну, сейчас о калмыцких луках говорить не приходится. Мы очень сильно все потеряли во время... Не забывайте, гражданская война. Все основные события у нас происходили на юге, где калмыки живут. Мы даже там потеряли людей больше, чем в депортацию.
Потом депортация 13-летняя, война, да, оккупация, 13-летняя депортация, да. Это хорошо, что мы еще скот свой породу не потеряли, а так очень много что исчезло. И в том числе и луки. И говорить о том, что сейчас отличается, сейчас мы нам восстановить это все, реанимировать хотя бы. Сейчас вот очень сильно пошел процесс вот реанимации как раз вот стрельбы из лука, и уже добивается определенных результатов. На играх кочевников в Киргизстане наш калмык 3-е место занял. Это уже громадный успех. А там ведь и монголы участвовали, буряты. Нет, ну тогда, получается, и в советское время уже и стрельбы из лука не было во время праздников, да? Уже не было. У нас в основном были скачки, потому что там главный приз автомобиль и прочее. Ну, лошадь это всегда любовь. Да, борьба обязательно там. Ну, а вот стрельба из лука уже стала менее популярной. И мы слышали, что вот буряты олимпийские чемпионы, туда-сюда, и что там тягаться, там, допустим, да, там. Ну, там вся олимпийская сборная состоит практически из бурят, да. Интересная деталь. Видите, как мы опять перескочили уже на современность, да? Давайте еще раз вернемся к тому времени, начала XIX века, да, говорите, формируются калмыцкие полки. И вот еще один вопрос. Вот известно, что облавные охоты осенью у монгольских народов, они проходили не только, чтобы добыть мясо, там, запасы мяса, да, дополнительно к забою домашнего скота, там, мех, но это были еще и военные такие учения, где очень жестко регулировалась дисциплина и так далее, да. Вот буряты их проводили вплоть до 20 века, эти облавные охоты. А вот калмыки где охотились, учитывая, что там лесов-то мало в калмыцких степях? Ну, в степи тоже много живности. У нас сайгаков у нас было еще к 80-м годам, говорят, по разным данным, от 700 тысяч до 2 миллионов голов вообще. Это древняя антилопа, ровесник мамонта. Ну, я не могу говорить о том, что какие были масштабные охоты, но я уже упоминал как-то, что в 30-х годах, когда 17 века, когда калмыки пришли на Волгу и спустились вниз к Астрахани, то в районе Астрахани Хаурлюк устроил масштабную охоту на сайгаков именно для того, чтобы показать свою силу астраханскому воеводе и всему населению. Астрахани и ближайших регионов. И вот для этого, да, он показал. А по поводу того, насколько часто эти охоты проводились, я думаю, на тот момент, наверное, этим занимались, но не весь народ, наверное, а вот какие-то там определенные улусы и прочее. Но там вообще не до охоты было. В таком регионе жили, где постоянные военные столкновения происходили, поэтому мне кажется, что вряд ли охота сильно за ним. Конечно, охота была, но не такая масштабная, как обычно. Напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях калмыцкий блогер-журналист Ларин Аранович Илишкин. Вы можете задавать ему вопросы в прямом эфире по телефону 588-300 или же по Вайберу и Телеграм на номер 8-924-457-8908. И давайте продолжим. Мы до этого все время говорили о том, что большей частью мы говорили о том, что калмыки воевали в основном с такими же кочевниками, как они, да, казахи, там, нагайцы, крымские татары. При всем при этом у них более-менее близкие, да, манеры ведения боя. И вот другое дело, что участвовали уже в войнах, вы говорите, с Польшей, да, по-моему, в России уже с европейскими державами. Давайте вот напомним, какие основные битвы в России, в которых участвовали калмыки до войны 812 года. Какой опыт был? Ну, опыт был большой, поскольку калмыки активно участвовали в Северной войне России против шведов. Тогда на тот момент шведский король Карл XII имел самую мощную армию в Европе. И калмыки, я уже говорил о битве под Белином, когда калмыки окружили Остроградский королевский полк и полностью его уничтожили, и Карл XII чудом спасся из плена, да. Там один из монахов католических в своих воспоминаниях писал, он как раз попал под этот, как сейчас говорят, замес, да. Он вот его слова очевидца, как это все происходило. Потом вот многие ошибочно говорят, что калмыки участвовали в Полтавском сражении. Нет, калмыки не участвовали в Полтавском сражении, но они сделали очень много для русской армии в том плане, что на помощь Карлу XII под Полтавой шел 27-тысячный корпус. И калмыки его остановили. То есть этот корпус мог перевернуть все сражение.
и русские могли проиграть. И вот этот корпус, вот этот резерв калмыки смогли остановить. Поэтому, как бы, даже не участвуя в Полтавском сражении, калмыки сделали очень много. Потом вот эти персидские походы Петра. Затем русско-прусские войны, русско-турецкие войны. Во всех войнах калмыки участвовали. Причем в русско-турецких войнах, начиная с 17 века и вот до середины 18 века, калмыки играли именно ключевую роль. Я уже говорю, как хан Данду Камбо уничтожил турецкие крепости лично, без всякой помощи. У Прозрительного написано, что эти крепости защищали турецкие сираскиры и янычары. И эти гарнизоны калмыки вырезали полностью. И эти города сейчас стоят... Темрюк тоже название имеет, как и в то время. Славянск на Кубани, вот Копыль назывался крепостью. Калмыки ее тоже уничтожили. В общем, они фактически освободили Кубань на тот момент. И просто об этом до революции очень много писали. Даже вот взять 4-томник генерала Потто, да, «Кавказская война», там очень много о калмыках написано, об участии калмыков в войнах России, о большом вкладе. Но потом было забвение калмыков, особенно при Сталине. Да, и это забвение в какой-то мере продолжается и сейчас. А у калмыков вообще не говорят нам. На Кубани казаки еще знают, что да, калмыки нам помогли сильно, потому что вот мы благодаря им. На Дону казаки знают. Но не казачье население, там даже и плевать хотели вообще. Кто такие калмыки, что такие? От казаков мы слышим слова благодарности, но те, кто не обладает казачьим сословием, мы как-то им все равно. Это отсутствие информации. Да? Я не раз об этом писал, кстати, в Фейсбуке и прочих соцсетях, что если бы не калмыки во многом, возможно, граница России проходила бы сейчас в районе Волгограда. А в Сочи уже точно ездили бы по турецким паспортам. И это факт, который никто не может отрицать. О забвении говорит еще тот факт, допустим, вот этот фильм «13 станиц на Дону» были чисто калмыцкими. Документальный фильм Михалков снял о казаках. Был в Америке, все, ни слова о калмыках, хотя в казачьем донском флаге желтая полоса обозначает желтую веру калмыков в буддизм, да? Калмыки отдельной, в большой круг казачьей калмыки от каждой станицы представитель ходил, еще от всех калмыков отдельно ходил в казачий круг большой, да? Съемочная группа снимает оконцовку фильма в музее казачьем в Америке. Они прекрасно знают, что этот музей организовали иммигранты калмыки из казаков. Снимают окончание в этом музее, и при этом ни слова не говорят о калмыке, как будто они не знают. Ну, ребят, давайте все-таки либо мы будем правду говорить, либо да, калмыки при отступлении Белой армии в Адлере 80-й Зюнгарский калмыцкий полк казачий оборонял погрузку, да, на корабли союзников. Они смогли уйти. Я был на том месте примерно, да. В Новороссийске 3-й молодой калмыцкий полк Донской оборонял погрузку. Без патронов фактически в горах. И патроны кончились, когда последний пароход покинул Цемесскую бухту в Новороссийске. Они сдались. И каждого второго проводили сквозь строй красных, и каждого второго калмыка рубили шашками. Ну, почему бы вам не написать? Вот там в Адлере написано, вот здесь там погрузка была. Почему не написать, что эту погрузку оборонял 80-й Зюнгарский калмыцкий полк, да? Вот это больше всего возмущает. Мы столько сделали для России, ребята, не будьте такие. Вы сейчас всем говорите, что сейчас вот Запад переписывает историю, ребят, а вы ее не дописываете. Ну, мы с вами частично восполним этот пробел о гражданской войне, об участии калмыков в гражданской войне. В период революции мы обязательно в следующих передачах мы расскажем, осветим. Сейчас мы вернемся все-таки к нашей теме. Война 1812 года, участие в ней калмыков. Перед тем, как мы пригласим зрителей, слушателей послушать калмыцкую песню, я хочу напомнить телефон 588-300, прямой эфир. Вы можете позвонить, задать вопросы. И также на Viber и Telegram по телефону 8-924-457-8908. Пока звучит песня, готовьте свои вопросы.
ürmüt On dinzirkte Halem gut Kadın seçler Çangri'nin aşlar Alta Duvan duğu Çinasın koyran Çinizde tergi Çinli baxa koyran Çifrinте tanıştan ergi Tegin köken çonos Dokşun bodun gut Ulan zalata halem gut Çinasın koyran Çinizde tergi Çinli baxa koyran Çifrinте tanıştan ergi Tegin köken çonos Dokşun bodun gut Ulan zalata halem gut Ларри Наранович, такая прекрасная песня. Расскажите, кто ее поет и о чем поется в этой песне. Хотя примерно понятно. Докшим бодонгут, хальмагут, улан залаты. Виталий Боков поет ее. Сейчас в Америке живет. Песня такая патриотическая, поднимающая дух. Докшим бодонгут, да? То есть как дикие, как жестокие вепри. Да, и как он день зюрктаден халямгут, всегда смелые воинственные калмыки. К нам поступил звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Валерий. Я хотел спросить, я только недавно подключился, сначала-то не слышал с самого начала. Вот я хочу задать вопрос. Мы о истории калмыков совсем не знаем. Есть у меня книга «Калмыки» Ирдениева 85-го года. Он как считает, это она охватывает много или нет, да? Все охватывает? Спросите у автора, пожалуйста. Да, вас слушает Ларри Наранович. Я в прошлых передачах вот ее не раз, кстати, упоминал, да, профессор. Очень хорошая книга. Несмотря на то, что она написана в советское время, она очень хорошая, советую ее почитать. Она охватывает большой период, но она понемножку охватывает, но зато почти весь период, да, калмыцкий.
Там, несмотря, еще раз повторюсь, на то, что он писал в советское время, там очень близко к реальности все. Да, ну хорошо. А вы какие, у вас есть издания, да? Ваши? Ну, у меня есть книга, да, знаменитые калмыки Прослова, Командир Га, потом 13 чакр, рассказы начинающего буддиста. Есть разные книги, там «Сладкий запах полыни». Ну, я немножко написал там, в принципе. Да. А вот эту историю, вот эти книги, где можно прочитать? В интернете нет? В интернете только вот для начинающих буддистов 13 чакр, рассказы начинающего буддиста. А я думаю, вот у меня тоже есть в мыслях давно переиздать книжку вот, знаменитые калмыки Прослова. Кстати, мы сегодня можем об этом тоже поговорить, о знаменитых калмыках Прослова. Хотите издать такой? У меня, да, она издана еще давно, но надо ее когда переиздать. У меня еще книжка «Династия Джаркаевых», допустим, о футболистах калмыцкого зарубежья. А капитан сборной Франции 60-х годов Жан Джаркаев был калмык. Его сын Юрий Джаркаев, вот, чемпион мира, чемпион Европы 90-х годов в составе сборной Франции. В общем, такие есть интересные книжки про нас. Ну, надо их переиздать или где. Ну, в интернете, к сожалению, нету. Алло, уважаемый Валерий, я хочу вам напомнить, что это уже 5-я передача с Ларией Нарановичем. Первые 4, они есть на YouTube-канале Бурят ФМ. Вот после нашего сегодняшнего прямого эфира вы можете прослушать первые 4 передачи. Алло. В YouTube-канале, да? На YouTube-канале Бурят ФМ, да. Ну, хорошо. Спасибо за звонок. Ну, хватит, да? Нет, ну, пожалуйста, если у вас есть еще вопросы к Ларе Нарановичу, слушаем вас. Вы вот отношение Пушкина вы как потому что я когда больше вам задам-то, он очень уважительно относился к вашим девушкам, да, там, калмыцким, помните, там стихотворение есть. Но про это пошире история есть, нет, вот как относились поэты, писатели того времени к нашим калмыкам-то. Да, вот как раз до песни говорил об этом, что в дореволюционное время вообще российское общество очень хорошо относилось к калмыкам, и многие поэты, и писатели, и историки очень довольно достойно отзывались о нашем народе. А Пушкин, Пушкин, он проезжал через калмыцкие степи, и вот увидел калмычку, и он такой влюбчивый товарищ был. И он сразу же написал стихотворение: «Прощай, любезная калмычка, чуть-чуть назло твоих затей, моя похвальная привычка не увлеклась среди степей вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узкие, плосок нос и лоб широк, ты не лепечешь по-французски, и шелком не сжимаешь ног», и так далее, и так далее, и так далее. Да. Как хорошо вы знаете. Ну, это стихотворение, я думаю, каждый калмык должен знать. Ну, я думаю, Бурята тоже. Мы то знаем немножко. Да. Алло? Ну, ладно. Ага, Валерий. Ну ладно, а то сильно много. Вы продолжайте тогда свое, ладно. Приглашаем вас дальше послушать прямой эфир. Алло? Ну, хорошо. Ага, спасибо за звонок. Лария Наранович, как видите, действительно, вы редкие гости у нас из Калмыкии, поэтому очень много разных вопросов поступает. Давайте мы вернемся все-таки к войне 1812 года. И вот действительно вы говорили о том, что очень хорошо себя проявили наши братья-калмыки, и вот о их доблести, о калмыцких полках писали и Кутузов, и Барклай де Толли, да. И вот вы уже которую передачу упоминаете историка военного, вот про зрителей, да. Вот он писал, что калмыцкие полки действовали всегда впереди в войне 812 года. Почему впереди? Почему у калмыков, получается, как живое мясо, что ли, использовали? Прозрителев не историк, он вообще юрист, который защищал интересы калмыков в судах. И проникся вообще большим уважением и любовью к нашему народу. И стал заниматься историей. И его книга «Военное прошлое наших калмык» — это вот он аккумулировал в ней многие работы, в том числе вот генерала Пота упомянутого и прочее. Тема, она интересна. То есть он из разных источников собрал вот это все, да, и двигал им именно действительно реальное уважение к калмыкам. Это Сарапульский, вот который с юга у нас сосед наш в Калмыкии, Ставрополь, вот оттуда он юрист. Действительно, читая все про калмыков, он все больше и больше проникался уважением, поскольку смотрел все везде. Калмыки как бы шли впереди, да, если
Это действительно так. Те же калмыцкие полки, которые участвовали в войне 812-14 годов, они встретили войну на западных рубежах. И с самых первых дней, допустим, второй Астраханский полк с июля уже начал, первый калмыцкий полк начал с августа уже вступил в боевые действия. И уже даже при отступлении русских войск они умудрялись громить противника, да, допустим, уже в июле второй калмыцкий полк разгромил там саксонских драгун, значит, в августе первый калмыцкий полк уже разгромил там польско-литовский полк, там, в общем, даже при отступлении калмыки показывали чудеса храбрости и военного искусства. И, то есть калмыки прошли от западных рубежей и вплоть до Парижа. Вот эти все 3 калмыцких полка. Естественно, что они у военных того времени пользовались большим уважением. И в том числе вот у прославленных русских полководцев. Кстати, в Бородинском сражении участвовали калмыки в составе войск Платова, донские калмыки. И вот мой прапрадед, от которого пошла наша фамилия, вот он как раз погиб во время Бородинского сражения в рейде, знаменитом рейде Платова в тыл Наполеону. И когда в середине где-то 19 века калмыков переводили на постоянные фамилии, по старшему рода писали фамилию, да, кто там старший рода был на тот момент, и писали фамилию. Но старики попросили все-таки в честь назвать нашего предка, который погиб в Бородинском сражении, его звали Илюш. Его звали Илюш, но тем не менее, русские чиновники написали по-своему, там, Илишкин, но так пошла фамилия. Что означает имя Илюш в калмыцком языке? Или это тибетское? Нет, это не знаю, что оно означает. Может быть, оно как-то... Это же все-таки 19 век. Может быть, оно немножко было изменено каким-то образом. Я не могу сейчас сказать. Это записано у моего деда, родного деда, в 1944 году. Он напечатал перед смертью в Абакане, будучи в ссылке, да, сибирской. Он напечатал историю рода, а сейчас она у меня хранится, эта история рода. И там написано, что вот такая вот эта история, откуда пошла фамилия. Ну, очень прекрасно, конечно, что наш братский калмыцкий народ, так же, как буряты, очень бережно хранят свою родословную, да? Действительно, у вас очень великий род. Я бы хотела добавить вот такой факт, что в феврале 1814 года второй калмыцкий полк на голову разбил 2 эскадрона французов и уничтожил эскадрон личной гвардии Наполеона. Это вот о чем говорит? Он там целую колонну еще уничтожил. Да. Да, и вообще, и первыми вошли в Париж. Ведь, как они вошли в Париж? Все думают, вот парадом, да? Или как? Нет, там была такая ситуация. Ведь в то время в городах особенно не воевали, да? Тактика была, в основном в полях воевали. И калмыки получили приказ срочно выдвинуться там в какое-то местечко, уже не помню, в помощь русским войскам. И самый короткий путь был через Париж. Угу. И вот они пошли как сквозь масло через Париж. И чем вызвали переполох там среди парижан, конечно, на своих черные, как писали историки, маленькие, кривоногие, но ловкие, как черти. Вооруженные саблями. На лошадях и на верблюдах. Вы представляете, да, европейцы, что там испытали шок. Но вот считается, что калмыки первые ушли в Париж. И, кстати, есть список, вот, допустим, калмыков Большедербецкого улуса, участников войны, награжденных после войны медалями юбилейными за взятие Парижа. То есть еще царскими. Там указывалось, какого роду, откуда он. Русские чиновники записывали все очень четко тогда. Это, кстати, вот этого прозрителя все и сохранилось. Вот там есть тоже такой факт, что когда калмыки первыми входили в Париж, в руках знаменосца развивалось пробитое пулями шелковое знамя с изображением всадника на коне. Вот что это за всадник был и что за знамя калмыки первыми внесли в Париж? Это буддийское воинское знамя традиционного айрата у всех, Джунгар Джралха называется, да, это вот наш мирской покровитель. То есть это воинское буддийское знамя, оно традиционно у нас, и мы сейчас его даже вывешиваем
на вот ханском месте, о котором я ранее упоминал, до места силы, где кремировали хана Дангнук-Даши, наряду с другими буддийскими знаменами. Но оно может висеть на каком-то месте, но основным его в мирное время делать нельзя, потому что в мирное время военные знамена, они по-буддийски нехорошо влияют на общую ситуацию. Но во время войны они реально помогают. Поэтому, когда если бы идут военные действия, калмыки и айраты сразу эти знамена разворачивали. То есть, это, еще раз напомню, Джунгар Заралхан называется, Дайчин Тенгри еще его называют. Вот Дайчин Тенгри это уже более понятно. Да. А Джунгар Заралхан это считается вот покровитель айратов мирской. Мирской покровитель. Он не достиг просветления, там, допустим, как Будда, как Махакала, там другие. Но он считается вот мирским покровителем. А еще называют, Дайчин Тенгри, в основном. Так вот, называют Дайчин Тенгри. Кажется, я это знамя видела в листе в музее. Это оно, да? Да, вот у каждого племени свое. Допустим, у нас у донских калмыков было Дайчин Тенгри с оленем. Допустим, где-то внизу там что-то такое. Вот это отличительные такие. Знамя 80-го Зунгарского полка сейчас хранится вот в Америке. Сколько просим их, наших калмыков, что-то они не хотят давать. Мы решили все-таки, наверное, сделать копию такую же и у себя повесить. Да. В общем, эти знамена играли очень большую роль вообще жизни. И до сих пор играют, мы чтим это все. Но очень странно, что эти знамена наши, айратские, которые буддийские, очень хорошо изготавливают в Непале. Нигмапинские, вот школа Нигма буддийская есть, вот, нигмапинцы там же. Они классные делают стяги, такие вот. И те, кто бывает в Непале, обязательно наши ребята покупают вот эти вот стяги Дайчин Тенгри и везут в Калмыкию. Сейчас это очень, чтобы сделать по канонам, у нас таких мастеров сейчас нет. Поэтому в Непале, да? Да. По канонам же надо делать все очень четко. У нас пока нет таких мастеров, надеюсь, что появится. Поэтому, это божество, которое чтится всеми, но особенно айратами, калмыками. Давайте чуть-чуть немножко расскажем об этом. Это буддийское божество, но оно монгольское название носит. Дайчин — это воинственный. Да, это уже айраты так называют. Дайчин Тенгри, назвали свое знамя таким образом. На самом деле это мирское божество, которое буддийское, которое идет, которое взяло покровительство, допустим, над айратами, да? Джунгар Даралхан, его еще называют, потому что, джунгари в основном вот это все использовали его. Я же еще говорю, все айратские государства были созданы как буддийские. То есть у нас шаманы были ликвидированы, поэтому используют только буддийскую атрибутику. И сразу взяли на вооружение вот такие знамена, которые... У нас, мало того, у нас есть знамена, которые были после поражения Джунгарии вывезены из Джунгарии. И мы разговаривали с одним из тертонов, Нигмапинским. Вот лично встречались на Амкадре Римпоче. Что интересно, он в Москву приехал, там за целый год была очередь к нему от буддистов, из буддистов московских. У нас карма позволила, мы без очереди попали. И когда мы с первым делом спросили, мы хотим вас спросить за джунгарские знамена, он сразу просил, а вы калмыки, да? Да. И вот мы спросили, стоит ли реанимировать эти знамена, он сказал, нет, не надо. Потому что это все-таки поражение, упадок. Не надо, нужны новые знамена. То есть те знамена, которые вот лежат в земле, их из земли доставать не надо. Лучше сделать новый Джунгар Джалха и с этим знаменем идти вперед. То есть старые знамена, пусть они исторические, там ценные какие-то, да, но истлевшие пусть, да, но их уже нельзя доставать оттуда. Тем более там такая охрана духов стоит, что только может зайти туда сам Намкадре такого уровня. Вот. Да, лама Намкадре Римпоче, такие учителя. Нам там делать нечего. Вы сейчас говорите, что до сих пор в Непале заказывают эти знамена. Зачем их заказывают, если сейчас в мирное время? Боевые знамена. Мы же знаем, что будет впереди. Дух калмыков такой. Мы не можем забывать это все. Это наши знамена, это наша боевая слава. Но еще раз говорю, айратов не больше 1 миллиона было. Территорию держали от Кавказа до Тибета, да? И бросали вызов России и Китаю. 150 лет. То есть
уникальный народ. И мы, естественно, не можем это все. И это все делалось со знаменами, которые над нашими головами развивались. Вот эти знамена, да, Чинтенгри. Да. Ну, тогда еще раз я спрошу, а сейчас где хранятся вот эти знамена? Вот вы заказали в Непале, привезли домой. Вы его храните на алтаре? Мы не его храним, мы его вывешиваем, кто вывешивает у себя во дворе, кто-то вывешивает, мы, я же говорю, на ханском месте вывешиваем, там быстро ветер, там через какое-то время их... Как, как химарин, что ли, получается у нас? Ну, пусть они там висят, пусть они наших будто божеств радуют им глаз. Интересная традиция. Пусть молодежь идет и смотрит, что это за знамя. Это знамя Дачин Тенгри, с которым айраты добывали свою славу. Это разве плохо? То есть, я не говорю, что плохо, да, просто интересно. Я к тому, что, вот, допустим, вот наши песни вы сейчас слушаете. Да. В основном они такие, многие патриотические, такие, которые дух поднимают. И это правильно, мы не должны забывать наше прошлое, потому что, чтобы идти дальше к будущему, мы должны быть такими же сильными, как наши предки. И пусть немножко, как сказал наш великий боксер, тренер по боксу, тренер чемпионов мира, он сказал, да, калмыки после Сибири немножко уснули, но ничего, говорит, мы еще проснемся. Смотрите, вот в перерыве звучала песня, в которой мы уже говорили, были слова там «Бодонгут», да, и там было «Охин Тенгрин Батарнут», Хальмагут, да, «Охин Тенгри», богиня Алхама. Да. Ее вот тоже на знамена. Да, вообще это считается покровительница тоже калмыцкого народа. Она покровительница Сагансара, Сагалга, она считается хранительница очага семейного, поэтому к ней тоже особое уважение. И когда вы читаете, допустим, мантры Махакалу, да, вот защитника нашего, или он, кстати, защитник нашего центрального храма считается буддийского, или же на белого Махакалу, да, это вот одно из разновидностей махакалы, да, то есть белый махакала обычно на богатство читают, то всегда с махакала читают Аконтингр мантру. Как неразрывное целое. Это силу дает. Белый махакала, допустим, многие, наверное, не знают, все у нас почему-то Надзамбалу читают, там еще прочее. Вообще в школу Гилу, к которой относится большинство вот, монгольского народа, основной в пантеоне богатства это белый махакала. Он гуру Махакала Хариниса Ситидза, да, вот это его мантра. И читая эту мантру, вы читаете на всех будет богатство. То есть вот у нас ежегодные тантрические обряды делаются, в том числе и на богатство. Это через Махакалу. На богатство делается на благополучие именно через белого Махакалу. Поэтому многие об этом не знают, но я думаю, теперь узнают. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы нашему гостю по телефону 588-300 и на Viber и Telegram по телефону 8-924-457-8908. Сегодня мы выяснили, что именно под такими буддийскими знаменами наши братья-калмыки входили первыми в Париж, да, громили французов. И вот хотела бы отдельно разобрать вот такой случай. Дюма, например, писал, что нос у калмыков, Александр Дюма, знаменитый французский писатель, нос у калмыков не является его выступающей частью, и как бы калмыки тоже в долгу не остались. И вот калмыцкие воины во время войны 1812 года сочинили песни «Маштбор» и «Сём Хамарта Пранс». То есть о французах Ямар Хамарта, Сём Хамарта. Что это означает? Немножко неправильно. Почему? Потому что все-таки Дюма чуть ли не на полвека позже жил, да, этой войны. Но была такая песня, да, Сёме это по-калмыцки вот 5. 5 это, я вот специально в интернете посмотрел, что за 5? Оказывается, это вот расстояние между указательным и большим пальцем. Вот раздвиньте эти пальцы, да, вот сколько, представьте их к своему носу, да, это примерно в 2-2,5 раза больше, чем обычный нос, да, и вот поэтому калмыки назвали их Сёме Хамарта Пранц, то есть с носом вот таким огромным француз, да, вот как Сёме, как 5. И там в этой песне поется, что мы сейчас, это предвоенная песня, когда уже намечалась война с французами, уже была, и калмыки готовились к войне, в составе вот своих полков уже родилась эта песня, в которой пелось, что мы сейчас пойдем и
в общем, порубаем французов этих, у которых огромный нос. Большеносых Да. французов, да, разгромим. Сем Хамарте Паранс. Да. Ага, к сожалению, мы не можем поставить эту песню, но в интернете можно найти текст этой песни. Действительно, она очень интересная, что для нас этот француз не является таким сильным соперником, поется в этой песне. И вот еще один интересный вопрос. Правда ли, что многие калмыки тогда привезли из Парижа французских жен? И вот именно тогда появились среди калмыков рода, семейные фамилии Французовы. Я читала интервью с модельером Султаны Французовой. Вот она объясняла так. Да, французов, вот такие фамилии пошли, да. Действительно, у нас Стоянов есть болгарская фамилия, потому что привозили с походов вот, в Болгарию, в русско-турецкую войну и прочее. Очень много. Тогда русские казаки вообще привезли очень много детей-сирот с Болгарии, там, в том числе и калмыкам попались. Вот они вот воспитывались среди калмыков, вот Стояновы. Им фамилии им не меняли. Все, калмыки поступали очень сострадательно. Так же было и во Франции, только я не знаю, как это назвать, ли состраданием, когда парижанку, привыкшую к Елисейским полям, привозят в дикую степь, поселяют в юрте. Не знаю, счастливым ли замужеством это можно назвать, да, но я думаю, что калмыка, увидевшего красивую француженку, это мало волновало, да? Привез. И действительно пошли фамилии Французов и прочее. Да, вообще история калмыков богатая, разнообразная, поэтому вот такие вещи, конечно, имеют место быть. Угу. А какие еще интересные фамилии вот появились после той войны? Вот Французовы мы выяснили, Стояновы, да? Какие еще есть интересные? Больше я не помню. Я почему знаю Стоянов, потому что у меня сосед Стоянов. Он чистый калмык. Вот у него это предок был болгарин и сирота из Болгарии. Там же после войны с Турцией очень много сирот осталось. Угу. Хорошо, тогда расскажите о самых знаменитых героях той войны 1812 года из калмыков. Во-первых, командир первого Астраханского полка Джамбат Иши Тундутов, да, награжден золотой саблей за храбрость. Вообще все калмыцкие полки проявили очень большую доблесть. Джамбат Иши Тундутов известен еще тем, что его праправнук Данзан Тундутов был адъютантом главнокомандующего Германским фронтом, а затем Кавказским фронтом во время Первой мировой войны великого князя Николая Николаевича. И во время революции Данзан Тундутов был инициатором перехода всех калмыков в казачье войско и создал Астраханскую дивизию, в которую входили два калмыцких полка, которые отличались, по мнению современников, очень серьезной храбростью. И, кстати, именно они ранили будущего маршала-героя Победы Жукова. Угу. Чуть не лишили Советский Союз будущей победы, да, 45. Вот, и почему вот Жуков очень после этого не очень хорошо к калмыкам относился. И Данзан Тундутов ушел за кордон, но потом Брусилов, помните Брусилова? Да, правда, Брусилов. Да. Он же принял сторону красных потом, и по приглашению Брусилова он вернулся. И был арестован. Сначала он исчез, а потом оказалось, что он расстрелян прямо в центре Москвы на территории больницы. В 2014 году мы там были, читали, молились и собирали там калмыков. К вам поступил, видимо, вопрос, да, Ларин Аранович? Да, вот на Телеграм. Угу. Сейчас я посмотрю. У меня не работает же, у меня же это... Да. Сейчас нам дадут этот вопрос, мы обязательно его озвучим. А пока... Я продолжу. Серебжап Тюмень, командир второго калмыцкого полка, он также был награжден золотой саблей. И представляете, командиры какие были полков. Под Серебжапом Тюменем было убито 7 лошадей за период войны. То есть он не прятался за спины своих, он был тоже впереди всегда. И командиры наших полков, что Джамбат Иши Тундутов, что Серебжат Тюмень, они несли все тяготы походной жизни вместе со своими соплеменниками. То есть ничем не выделялись от них. То есть, до того было родство кровное.
Мгм. А вот Сырыбжап Тюмень, вы говорите, такая интересная у него фамилия Тюмень. Он, по-моему, взял своему роду эту фамилию, потому что у него родился сын, да, в Тюменском ханстве, в Тюмени когда-то. И, по-моему, он присвоил своему роду вот эту фамилию. Там разные Сырыбжап-Тюмень. версии есть. Есть вообще версия, что Тюмень, это айратское название, да? Мгм. Поэтому сейчас вопрос. Расскажите о родах Икичинос и Багачинос в Калмыкии и возможной связи с родами Хошоно и Багашоно бурятского племени Хирит. Я не могу говорить о связи, но то, что названия одинаковые, это видно, да? То есть большие волки, малые волки. У нас этот считается очень древний деревенский род. Икичинос и Багачинос. И также у нас и населенные пункты так и называются. Если, наверное, скорее всего, есть какая-то связь, потому что, вот, сами понимаете, в монгольском мире просто так ничего не бывает. Ну да. Если рода назывались, то они назывались в древности и по какой-то причине. И вряд ли эти рода могли иметь разные рода могли иметь одинаковые названия. Я думаю, что те же, вот помните по истории-то, если когда джунгары переселялись в разными волнами из Шунгарии вот в Предбайкале, Забайкале, вполне возможно, какие-то части родов оказались среди хиритов. Все может быть. Я не исключаю эту возможность. Может быть, даже, скорее всего, так и было. Да, у нас род Шано в основном есть у хиритов, насколько я помню. Итак, мы возвращаемся опять к нашему эфиру. Рассказываем о войне 1812 года. Мы дошли до того, что калмыки первыми вошли в Париж под буддийскими знаменами. Вот еще одно доказательство того, что буддизм отнюдь не сделал монголов слабыми. Да? Получается, самые такие войны наши братья-калмыки прошли под буддийскими знаменами. И как доказательство этому тоже я попрошу вас рассказать о том, как в память о победе в войне 1812 года калмыки решили построить хурул. Хурул — это по-бурятски дацан. Ну вот подробнее расскажите вообще, что такое слово хурул, да, откуда оно произошло и как строили хурул. Ну, я еще раз повторюсь по поводу того, что буддизм слабым сделал. Вообще айраты, да, раньше всех монгол приняли буддизм, да. Я же рассказывал, айратское племя Гехор еще с 14 века буддизм принял. И мы буддисты до сих пор. И кто-то хочет нас оскорбить, сказать, что мы трусливые, что ли, или слабые. Мне кажется, наоборот, ребята. Поэтому говорить о том, что буддизм слабый, мне кажется, это клевета, это вообще переворачивание факта. Посмотрите на калмыки и подумайте сами. Да. Возвращаясь к войне 1812 года, да, Хурулу, дацану нашему, да, это Сырыбжап Тюмень, князь, возвратившись, калмыцкие полки ближе к концу 14 года возвратились в родные степи. Кстати, у меня есть я вот еще с самого начала, когда шел сюда на эфир, я специально выписал для себя. Хочу процитировать вам, как на тот момент, доказательство моих слов о том, как относились к калмыкам в то время, да, в дореволюционное. Газета «Восточные ведомости» из числа «Восточной ведомости» писала о возвращении калмыков. Из числа защитников Отечества возвратились и наши храбрые калмыки. Сего ноября 18 числа прибыл в кочевье владельца князя Тюмени калмыцкий второй полк под командой старшего его сына Сырыбжаба Тюменя. Полк сей из усердия и ревности к Отечеству сформирован был на собственный... то есть, да? И тут подробно описывается, как Сырыбжаб Тюмень встречает их, как командир своего полка с восторгом бросился к родителям в родительские объятия. Отец и сын долго и глубоком безмолвии целовали друг друга, проливая радостные слезы. Да? Лама Чурил Джамбо с духовенством благословил князя и воинов, окропляя их водой по своему обыкновению. Потом князь Сырыбжаб вошел в капище, где, помолившись своим богам, возвратился опять к своему полку и отдал повеление разъехаться каждому в свое кочевье. После всего все воины, сошед с коней, допущены были к старым владельцам и ламой к поклонению им и целованию у платья полы по их обряду. Воины сии, бывшие угощены вынесенным вином и солью, разошлись каждый восвояси. Так закончилось выступление калмыков на защиту Отечества от вторгшегося неприятеля. Вот
Вот так писали о калмыках газеты того времени, да? То есть наши храбрые калмыки, то есть с большим уважением, чего не скажешь о нынешних временах, к сожалению. И вот Серебряный Тюмень в тот же год начал строительство, принял решение, это был 18 ноября 2014 года, он вернулся в родные кочевья, и в том же году они приступили к реализации проекта буддийского храма в честь победы над Наполеоном. Архитектором выступил его брат. То есть калмыки были и на тот момент уже и архитекторами, и прочими. И храм строился примерно 14 лет, и к 17-18 году он был построен. И Александр Дюма, проезжая в 1857 году через калмыцкие степи, побывал уже у старого князя в гостях, побывал в этом храме. У Серебряного Тюмени он был в гостях? У Серебряного Тюмени был в гостях. Александр Дюма. Александр Дюма отец. И еще одна цитата. «В глуши вы родились, мир одарив однажды, улыбкою неземной и взором колдовским, так стали обладать пески счастливой Волги одной жемчужиной, а степь цветком одним». Это он посвятил мандригал, один из такого короткого стихотворения Александра Дюма, супруги Серебряного Тюмени, а второе стихотворение небольшое он посвятил его сестре. То есть он лично был у него в гостях, Александр Дюма. Очень малоизвестный факт. Давайте, прежде чем вы будете более подробно рассказывать об этом буддийском храме, поясним бурятским слушателям, почему дацан у калмыков называется хурул. От какого слова это произошло? Хурха, собираться. Хурул — это место сбора, там, где вот собрание, так скажем. Да, вот это родственно хуралу нынешнему, да? Да. Ну, то есть у нас вот хурул — это вот место для собрания. Где вот религиозное место, куда собирались. Ведь раньше калмыки же все собирались. Да? Не как сейчас, там кто-то пошел, кто-то нет. Шли все тогда. А хурал — это вот депутаты. Там хурул и хурал, такая игра слов, да? Ну, тем не менее, родственные слова. Это одно и то же слово, скорее всего. Но уже в советское время оно перешло как бы вот хурал, чтобы отличать, и хурул. А так, если хурул, по-калмыцки бы звучало хурул. Но чтобы, видимо, отличать, они вот так вот. Ну, касаясь храма нашего, то он был похож чем-то на Исаакиевский собор вообще. Вот такой. Два крыла таких. И, кстати, в царское время еще одно подтверждение того, что как к нам относились в то время. Его дважды реконструировали. В советское время? Нет, царское время. А в советское время, наоборот, я об этом и говорю, что в царское время отношение к калмыкам было абсолютно другим. В советское время оно поменялось, и сейчас оно мало чем отличается вообще от советских времен отношений. И до революции, поэтому я говорю, то есть за сколько там, за 100 лет 2 реконструкции. Не калмыками, а русскими властями. Ага. Так, смотрите, князь Тюмень Церебжап, он построил дацан по-нашему, по-калмыцки большой хурул в память о победе в войне 1812 года. Этот хурул называется Хашиутовский. Хашиутовский хурул, потому что Серебжап Тюмень из племени Хашут. Хашут, да, улус Хашут, там и Тургуды живут. Хашута вообще мало. В большинстве своем они, видимо, уже растворились среди тургудов. Но Серебжап Тюмень вот как раз из хашутских улус и представлял. И это вообще считается нашей святыней общекалмыцкой. Вообще буддизм чем хорош, там же не строятся родовые. То, что сейчас говорит, вот наш родовой храм, там дацан, это вообще противоречит буддизму. Вот у нас, допустим, в Ульдучинах, ульдучинцы построили род Ульдучин, большой такой дюрюйский род. Они построили хурул, они всех нас пригласили на открытие, потому что они строят не для своего рода, а для всех калмыков. Этим буддизм хорош. Буддизм как раз на объединение. Там нет такого, что родовые какие-то там что-то. Любой представитель рода, если ты буддист, это твой храм. Нет, в Бурятии такого нет, что только мой род ходит. Просто строится его. Так же, как хашиутовские назвали, просто строит этот род. Да, это для всех. Это не наш. Когда говорят наш родовой храм, это неправильно. Он не наш родовой храм. Он для всех калмыков построен. И тогда и у тебя еще буина больше. И когда построили этот храм, в советское время его, естественно, разрушили. И вот тут начинаются интересные истории про него. Значит, в прошлом году его восстановили. Вообще, инициативная группа
по восстановлению Хасуду, он сейчас находится на территории Астраханской области, это бывшие калмыцкие земли, поэтому мы не могли там повлиять. Но инициативная группа была создана еще в 2004 году по восстановлению. Вот в прошлом году было его новое открытие, восстановили. И вот местные жители, там и русские, и казахи живут в этом селе Речное сейчас называется, они рассказывали такие вещи, которые были в советское время. Значит, кто-то из них взял камни с этого храма, себе сарай, что-то там в строительстве сарая использовал, через некоторое время он умер. Захотели там сделать конюшню, кони туда не зашли, потому что там появились откуда ни возились змеи, и, естественно, кони взбесились и вырвались и убежали оттуда, да? И от этой мысли решили отказаться. Змеи, вот, по-буддийски, это вот часто бывают духи местности, там, защитники. Потом подгоняли баржу, чтобы к Волге, там берег Волги, чтобы как-то привязывали железными тросами, чтобы сломать оставшуюся основу здания, что там оставалось. Баржа затонула. В общем, и вообще отказались от мысли вообще добивать это здание, хотя крылья уже были потеряны. Сейчас восстановили без крыльев саму основу только вот здания, тем не менее. Вот такие вещи рассказывали нам местные жители. Поэтому они вот верят в силу этого храма и прочее, прочее. Угу. Напоминаю, что у нас в гостях известный калмыцкий блогер, журналист Ларри Наранович Илишкин. Вы можете задавать ему вопросы в прямом эфире по телефону 588-300, а также на Viber и Telegram по номеру 8-924-457-8908. Давайте сейчас мы вновь послушаем одну из прекрасных калмыцких песен. За это время вы успеете подготовить свои вопросы, и наш гость чуть-чуть отдохнет, и затем мы продолжим наш эфир.
Ларин Аранович, теперь об этой песне расскажите. Уже было понятно «Мини-Газар», да, «Моя земля». О чем поется в этой песне, кто ее поет? Это Аркадий Манджиев поет песню, он сочинил ее, видно, что из-за большой любви к своей родине, да, когда он посвящает все свои устремления родной земле, когда он поет, что его душа в седой калмыцкой степи, а сердце на родной калмыцкой земле, да, ну, в этих словах, наверное, вся его любовь к родному краю. Кстати, эту песню они вместе спели с американскими калмыками, как-то прям записывали ее в американской студии, там тоже есть люди, которые любят, хотя они родились в Америке, но любят калмыкию также и имели возможность вот записать ее. Впервые он ее записал, по-моему, вот именно как раз в Америке. Спасибо. Итак, напоминаю, что в прямом эфире у нас известный калмыцкий блогер, журналист Ларин Аранович Илишкин. Вы можете позвонить по телефону 588-300, прямой эфир, задавать ему вопросы, а также в Вайбер и в Телеграм по телефону 8-924-457-8908. Ну а мы продолжаем наш разговор. Мы постепенно с вами подошли к завершению войны 1812 года, в которой калмыки приняли очень активное участие, да, получили множество наград, отзывов. Вот вы говорите о том, что построили Хашутовский хурул, да, который так и до сих пор так называется, да, но находится в Астраханской области. Да, так и называется Хашутовский хурул, официальное название. Находится в селе Речной Астраханской области, нынешний бывший Хашутовский улус. Он сейчас не действующий, да? Он как регулярно не действующий, но он уже отреконструированный, и ламы нашего центрального храма туда ездят, и там читают, когда нужно. Вообще в Астраханской области сейчас открывается на тех землях, где живут калмыки, новые храмы по новой открываются. Кстати, Хашутовский хурул был построен на древнем храме, еще более старом храме. И новые хурулы у нас открываются храмы в Астраханской области, где живут калмыки. Сейчас уже, конечно, меньше их там живет, чем раньше. Но туда едут наши ламы центрального хурула и помогают вести службы. Вообще, надо сказать, что у нас было 140 или 180 храмов до революции буддийских, и все они были в постсоветское время разрушены, все 100%. Сейчас мы потихоньку восстанавливаем, и уже более 50 где-то восстановили. Ну, когда дойдет черед до советских времен, конечно, мы это... Да, прямой эфире звонок. Алло? Самбен. Сэмбэно. Самбен. Туяна Батьковна. Да, Владимировна. Владимировна, Астадвена. Сегодня ему сенте им улгай сагулжа им передачи живехтна ехавайвена. Сегодня танига маршанна. Еха ултенгами дурнудер. Сегодня Ларин Аранович в предыдущей передаче он говорил насчет хангодров. Сегодня день хангодров. Захамины хангодр, ну это гамунодр. Захамины хангодры. Николай Гажертер. Хангодры, корни хангодров вообще до сих пор неизвестно. Вообще, откуда они. А вы там заикнулись в предыдущей по передаче, что что-то, какие-то связи с калмыками. Насчет этого хотел узнать. Спасибо большое. Николай, извините, по отчеству вас не знаю. Николай, выключите радио, эхо идет. Все, уже он задал вопрос. Значит, да, я говорил, там есть же такие версии, что хангодеры — это потомки вот айратов джунгарских, которые уходили в разное время в результате междоусобиц, в результате там айрато-халхасской войны, когда за халхасцев пошли маньчжуры, и Галдан Башукту стал проигрывать, там тоже была волна в сторону Байкала. После уничтожения Джунгарии тоже была волна, в том числе в Калмыкию, и вот в сторону Байкала к бурятам часть пошла. Поэтому есть такие версии, что хангодеры именно вот те, в то время они где-то и появились, в принципе, вот, особенно во время Галдан Башукту. Это конец 17 века. И это совпадает вот как раз, когда Галдан Башукту проигрывал в войне с маньчжурами.
в этот момент и появились хангодеры там, и совпадает, причем за хангодерами была послана погоня. Это тоже исторический факт. Поэтому и говорится о том, что хангодеры с большей долей вероятности можно сказать, что это потомки джунгар. И говорят, что они до сих пор воинственные. Это тоже подтверждает, наверное, что они могут быть потомками джунгар. Ведь джунгары из всех айратов самые воинственные были. И даже сравнить не с чем, даже их, насколько они были воинственны. Поэтому это говорится о том, что вполне возможно, что я склоняюсь лично к этой версии, поскольку есть исторические факты о том, что они появились в это время в этих набурятских землях, когда вот происходили вышеописанные события. Поэтому и вот еще один момент. Их одежда национальная очень сильно напоминает нашу калмыцкую. Особенно вот женский головной убор, это чисто наш калмыцкий. Это же не просто так они взяли, вот посмотрели по телевидению, у калмыков взяли. Это же идет с древности, и у нас такие же головные уборы у наших женщин. Больше ни у кого таких у монгольских народов нет. Алло, Николай, я надеюсь, Николай, мы ответили на ваш вопрос, и давайте я дополнительно тоже задам такой небольшой подвопрос к этому вопросу, Ларин Алянович. Вот то, что хангодеры уже пришли, будучи буддистами, это же тоже какое-то доказательство того, что они были айратами, да? Это, конечно, доказательство, потому что среди монгольских народов только айраты были полностью буддистами. Я еще раз повторю, к тому времени, вот, о котором вы говорите, калмыки уже приняли буддизм полностью за эти годы, за 17 век. Да? И в середине 17 века уже все шаманы были ликвидированы среди айратов. А к концу 17 века были уже все буддисты среди айратов. Если они приходят буддистами на эти земли, значит, они 100% были уже айраты. Потому что у других монгольских народов смесь не еще оставалась, но и сейчас остается. А у нас-то уже это прекращено было в 17 веке. И напомню, что в Джунгарии, в Хашутском ханстве, это тем более, что в Тибете. И у нас даже на Волге калмыцкими ханами еще в 17 веке были запрещены все обряды не буддийские. То есть это очень жестко было у нас. Поэтому это одно из доказательств того, что хангодеры, если они пришли буддистами, значит, они 100%, наверное, айраты. Спасибо большое. Спасибо. Такой подробный был ответ на вопрос Николая. К сожалению, отчество он нам не сказал. Давайте мы вернемся к теме сегодняшнего эфира все-таки. Итак, завершилась война 1812 года. Еще раз калмыки очень показали себя таким доблестным нашим братским народом. Еще один звонок в прямом эфире. Алло, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Это Крым, да? Это Бурят ФМ, ага, Сэмбана. Бурят ФМ, ага. Ага, Сэмбана. Молодой человек, который Ильичкин, говорит. А тогда Таранович. Я говорю, в их все время там у них косяк был в 79 году. Я тогда им до армии давал, целиком. Ереван прилетел тогда. Мансина Владимир Дорчич Хуне, когда Егор по превышению туда приехал. Я тогда, вот, все это чатор и верху харам тогда. Очень приятные люди были. Я тогда, один там молодой был, мне тогда 23 года была. Гостиница России была. Я тогда, когда мне нам дохнутые, а мы гости утазан, буша, тоже юнгдом. Бахчор, не бахчор, это как гостиница, но хныр. Сама тогда хатхаген кима. Я делал шоп. Когда мы захмуху туган бахтанда, хугаттан хугаттан жажа катамня. Я там та солан катгат битендер зонграм ужам башны. Это хубут тагат хорам бахтра. Какое поколение такое аюк ханом присыгли. Может быть, это, может, там находился, в 79 году был, это Ильичкин. Может, там он находился, не для. Очень так рассказывают, может, он тогда, может, там был, может, с ним встречался уже.
Ага, вы хотите спросить, встречались ли вы с Ларри Нарановичем тогда в 79-м году в Элисте, да, когда вы были в гостях возле гостиницы я России? там как это было, это по приглашению приехал. А тогда Владимир Мансович Гарсей, он директор Кайдейского музея был. Он как командировкой был, уехал тогда в Беларуси. Ладно. А в Беларуси воевал там, это партизан, этот Анинов Гатхумдага. Ну, возможно... Воевал там этим партизанам. Он туда поехал, собирать документы. Ну, партизаны, это калмыцкие партизаны. Ага. Ну, у них Ясно. всякое было, а мы им Гатхумдага. Залуга, мы тогда хайчам воин. А за Элгови, Алло, мы все-таки в прямом эфире, давайте вот более кратко ваш вопрос прозвучал. Передачи, потом это я ложу трубку, да, наверное? Да. Спасибо вам Всем большое. подробно надо. Да. Возможно, мы встречались, если вы, возможно, мне пионерский галстук одевали, или, может быть, мороженое покупали, наверное, да? Сколько вам лет ты было? В 79-м В году. 79 году мне было 14-15 лет. Ну, может, тогда не встречались. Но я там помню, этот, Хорошо. там этот Чулипан, это как кафе, да. Ага. Это Ну, вообще, Чулипане, давайте, там я обедал. Давайте мы к теме Всё-таки прямого эфир эфира заканчивается. вернемся. Все об этом вопросе, а? Все, спасибо, извините, что пожалуйста, слушаете. мы сейчас эфир заканчивается, поэтому как бы, да, ну, я хочу сказать, что вообще калмыки, да, действительно очень по-братски относятся к бурятам. Я вам уже как-то и писал об этом случае, когда вот наши гаишники увидели 03 номера, бурят на машине приехал, аж куда-то проездом ехал. Они остановили его, пересадили в свою машину, повезли в кафе, накормили наши гаишники, потому что, ну, брат бурят оттуда издалека приехал. Вот ваш администратор, по-моему, не знаю, кто... Гостиница России, что ли? Нет, администратор вот вашего, как Союза художников Бурятии, я не знаю, как ее там зовут, забыл ее. Она рассказывала, как она была в Калмыкии несколько лет назад. И когда узнавали, что она бурятка, там кофе бесплатно, там денег не брали. Вот недавно тоже женщина рассказывала, которые были в прошлом году у нас на буддийских учениях, что люди, молодые ребята, стоявшие там где-то в очереди, узнавая, что они буряты и там ищут какое-то место, они бросали эту очередь, шли, этих женщин провожали, показывали это место, там что-то. Ну, вот такое отношение к бурятам, и чего и вам желаю, потому что у нас иногда бывает такое, что наши дальнобойщики жаловались, что вот ваши гаишники буряты иногда и с ними так ведут себя не по-братски, да? Надо менять эту ситуацию, отношения. Понятно. Но наш эфир все-таки подходит к концу. Я хочу напомнить нашим слушателям, чтобы они помнили о теме эфира, потому что много вопросов поступает совершенно не по теме. Я, конечно, понимаю, что очень редкий, далекий у нас гость, и многие хотят задать вопросы, в том числе там свои воспоминания о Калмыкии. Поэтому давайте сейчас, Ларри Наранович, вы расскажете о том, о чем мы будем говорить в следующей передаче заранее. А вот еще один звонок в прямом эфире. Алло? Алло. Алло. Ага, Сэмбано. Сэмбано. ФМ. Бурят ФМ, ага, Тане Асудо. Именно Ларри Наранович Шаханжаховна. Зе. И нам им вопрос. Ушкатыр машина разжеватого Шаханада. Тигатыр. Обуше хан хое. Внутрь интернет хотим именно кирит хумбана. Он кирита. Он Ларри Наранович сейчас слушает меня. Ага, Шаханжавена. Ага. Он кирит, оказывается. Вот я вообще интересуюсь историей калмыков, но много чего знаю про них. И это Одессу брали, это калмыки в свое время, Юка хана, все это сильный хан был. Это все знаю. Вот это сейчас кириты, вот это, киреи, мы, говорит, казахи. Не казахи сейчас Чингисхан присваивает. Вообще, монголы, говорят, это мы. Где Каракарум был, это выгнали. А вот кириты, это кириты, меркиты. И вот у Мушахан же кириллицу было. А вот эти казахи, которые блогеры пишут, я кирит, мол, казах. Ну, я точно знаю, что это казахов тогда не было, а кириты это Чингисхан, когда объединял Монголию, он, конечно, кириты, меркиты, все это прогнал. Но, конечно, часть осталась. Вот меня хотел уточнить, вот это у Башихана кирит же было, говорит.
написано. Пусть скажет он... Калмыцкие ханы кирииты есть? Калмыцкие ханы все кирииты были. Кирииты — это вообще монгольское племя, которое было разгромлено Чингисханом, да, и поэтому они разбежались в разные, и они попали к разным народам, в том числе и к будущим казахам, да, там перемешались, да. Сейчас поэтому говорить о том, что кириит там это казах, это неправильно, потому что кирииты — это было монгольское племя. Просто вот сейчас вот если, допустим, род вашего главы Циденова окажется, допустим, среди казахов, и через 100 лет казахи будут говорить, а вот у вас правил казах. Это же неправильно, он же не был тогда казахом, допустим, он был бурятом. Правильно. Вот, и также и здесь происходит. Кирииты — это монгольское племя, часть попала к казахам будущим, да, еще казахов тогда не было. Они просто да, в тех местах... О чем и речь? Просто. Поэтому говорить о том, что там кто-то не казахи, но это глупость. Это если Мерседес, который придумали в Германии, сейчас делаются в Рязани, это не значит, что это российская машина. Это немецкая машина. И я говорю о том, что очень много сейчас вот молодые государства, такие как Казахстан, Украина, у которых, не хочу никого обидеть, не хватает истории, они придумывают свою историю для... Вот нам, калмыкам, не надо, допустим, ничего придумывать. У нас богатейшая история, мы можем дух своего народа поднять, открыв там первую же страницу истории. А им надо что-то придумывать. Поэтому Чингисхан у них вдруг казахом стал, хотя казахов тогда не было. Сейчас я смотрю, там у них уже и Будда казах, и Иисус Христос казах, и Рим они основали, и Москву основали. Да? Это я советую просто не обращать на это внимания, не спорить. Весь мир уже над этим смеется. Да? Уже я посмотрел уже и сайты русские, там они тоже над этим посмеются. Да? И историк там один русский, как Хакас, уже в прямом в Ютубе их там полоскают тоже, да? Ну, понимаете, надо молодые государства, которым нужно создать свою идеологию, поднять дух своих народов, но не могут сделать. Но они должны между собой конкурировать, да? Украинцы тоже пишут целые книги о том, что Будда был украинцем, что они там колесо придумали. Вот между собой пусть спорят, а давайте вы в их споры не лезьте, они просто не нужны. Это не лезу. Ну, а говорит о том, что, да, у Бушаханки все калмыцкие ханы кирииты были, но кирииты — это монгольское племя, и часть из них попала, допустим, среди айратов, да, и айраты этим воспользовались. Почему? Потому что только кирииты могли бросить вызов чингизидам по крови. Поэтому, поэтому говорить о том, что там, вот мало ли, что там они говорят, ну, как он может быть казахом, если кирииты, когда были уже, не имели права на трон, они не были тюркоязычными тогда, они были монгольским племенем. Потом, после разгрома, они частями растворились в чужих. Вот среди монгольских казахов там большинство, по-моему, кирииты. Ну, найманы это много. В Узбекистане найманы. Да. Ну, я вам за киритов говорю. Там можно за любую версию цепляться, но это несерьезно. Это если, в общем, не берите в голову, как говорится. Спасибо. Я еще насчет хангударов хотел сказать. Алло. Да, хангударов. Хангудры это Чингисхана, когда был, хунгераты были. Вот это конграты, говорят, называют. Это конграты, по-моему, конгодры. Эти племя есть в Казахстане, конграты. Когда Чингисхан отправлял кучу родов туда. И вот Узбек-хан, когда Лутеорды, он же с помощью конгратов установил свою в Средней Азии. И Узбекистан назывался. Вот это конграты, это хонгодры наши, одно и то же, мне кажется. Как вы насчет... Ну, если это так, то это еще одно подтверждение, что хангодры — это айраты, поскольку по завоеваниями как раз Афганистана, Азии, там и Ирака, да, и прочие занимались люди хулагу. А у хулагу в войске в основном были айраты. Поэтому если это есть родство, то это еще одно доказательство того, что хангодры — это айраты. И, кстати, по поводу того, что игры слов, да, игры родов. Допустим, у турок современных есть род такой Тургут. А Тургут — это вот племя наше айратское. Да, и они сами не скрывают, что они потомки тех завоевателей монгольских, да, там как Тургуты сначала были классом, да, это дневная стража Чингисхана. Через какое-то время они уже переформатировались в отдельный улус, да, и стали... И вот это же не значит, что турки
что тургуды были, это турки. Они просто часть какая-то после завоевания смешалась там, и название осталось, и они живут в Турции. Но это не значит, и турки не претендуют на это, чтобы говорить, что тургуды это турки. Поэтому о том, что там когда-то кто-то кому-то ушел, и это значит, что в древности они принадлежали к какой-то нации, но это несерьезно. Я сам с Селенгинского района, Агат. Вот трагическое это конец был Джунгарского ханства. Там самое большое было Джунгарское ханство, 900 тысяч населения. Это я казахского профессора слушала. Ага. Это сильное государство было. Если она сохранилась бы, она была бы сейчас самым большим многочисленным государством, он рассказывал. И вот там трагическую эту историю сыграл свою это Амарсана. Он же у нас в Селенгинском районе похоронен, где Новоселенгинск. Мы об этом говорили, во второй передаче, кстати, можете послушать. А я, кстати, к сожалению, не слышал. Ну вот там есть записи в Ютубе, посмотрите записи второй передачи. На Ютуб-канале Бурят ФМ есть записи всех предыдущих 4 передач. Не стоит возвращаться к этой теме уже, да, мы знаем. Естественно, население было не 900 тысяч, а 600 тысяч. И по сведениям того же казахского профессора-историка Кушкумбаева, на тот момент казахов было 2,5 миллиона. И поэтому говорить о том, что самое большое государство было бы... Да, сейчас, наверное, бы население Джунгарии было бы, если бы не погибло бы, 4,5 миллиона, наверное, было бы. На Волге было бы 1,5 миллиона наших. Хасудов было бы там под 1 миллион. В общем, айратов было бы, наверное, сейчас очень много, конечно. Но дело в том, что мы из всех монгольских народов мы сражались до конца, поэтому у нас и мало так осталось. Спасибо вам большое. Вот это казах-то профессор вообще хороший изучил, всю эту айратско-монгольскую всю историю. Вот он говорит, тогда казахов было, а сколько? В Унгарии 500 тысяч казахов. Ну, они сейчас, они еще говорят, что они Москву основали. Это тоже правда? Почитайте военные искусства казахов, по-моему, вот этих веков, да, у Кушкумбаева написано, казахов 2,5 миллиона, население Джунгарии 600 тысяч человек. Сейчас они уже переделывают они переделывают эту историю. Они сейчас вообще могут сказать, что казахов было 28 человек, а калмыков 48 миллионов, поэтому мы проигрывали. У них все исторические данные говорят о том, что мы с маленьким числом держали территорию от Кавказа до Тибета, и это никто у нас отнять не может. А пусть другие цифры что-то придумают, даже если бы Джунгария была 900 тысяч человек. Но, извините, воевать с многомиллионным Китаем и с Россией одновременно, да? 150 лет, это тоже надо уметь. Ларри Наранович, еще. Вот казахи, когда мы это монголы, я всегда говорю, я же YouTube писал это в Фейсбуке. Ваше Казахстан состоит из 40% из наших монгольских племен. Если честно, если разобраться, копаться, говорю. Население-то ваше все равно из наших 40% монголов состоит. Нет, ну это бесполезно доказывать, понимаете? Ну как можно это доказать, как можно человеку, у которого нет истории богатой, но он ее хочет иметь? Ну, ясно. Ну, спасибо, что вы приехали. Очень полезно. Спасибо вам большое. Спасибо, такие вопросы. Спасибо, Байрла. Дорогие друзья, сегодня мы даже превысили лимит выделенного нам времени прямого эфира, поэтому сейчас, я думаю, Ларри Наранович нам скажет, о чем мы будем говорить в следующей передаче, и затем мы с вами попрощаемся. Ларри Наранович, о чем мы будем говорить в следующей передаче? В следующей передаче мы, наверное, уже подойдем ближе к гражданской войне. К революции, гражданской войне, сыгравшей очень такую негативную роль в истории калмыков. И там много очень интересных событий, интересных фактов, которых, кстати, отчасти уже сегодня коснулся. Но в следующей передаче мы об этом скажем более подробно. Дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, готовьте свои вопросы заранее, именно по теме, потому что достаточно много звучит, как видите, вопросов совсем по другой теме. Я напоминаю тем, кто не слышал наши эфиры
Первые 4 эфира, они есть на YouTube-канале Бурят ФМ, все эти записи есть. И заранее можете свои вопросы отправлять по телефону на Viber и Telegram 8 924 457 8908. Итак, Ларин Аранович, мы завершили сегодня такой большой период истории. Очень вам благодарны. Нашим радиослушателям мы говорим «Дахим узатра Байерте». Сянев.